Красный Затон – перекресток двух оживленных улиц – Шолохова и Ломоносова. Здесь, буквально в 2 метрах от проезжей части, стадион. Как признаются местные жители, довольно востребованный как у взрослых, так и у детей. Ведь в этом районе спортивных объектов не так уж и много. Впрочем, гонять мяч в любое время суток здесь приходится с опаской. В данный момент мы видим то, что эта площадка спортивная, она не подходит для использования, так как на ней можно детям получить какие-то травмы, занимаясь спортом, играя и так далее. Потому что если, допустим, будут дети также заходить сюда на площадку или выбегать через дырки в заборе, они могут себя поранить, они могут выбежать на дорогу за мячом, где, получается, забора нет, и могут попасть под машину. Команда молодежки ОНФ занимается мониторингом всех подобных строений, причем совместно с уполномоченным по правам ребенка. Обращают внимание на все детали, само месторасположение объекта, как крепко установлены конструкции и представляет ли что-то опасность для детей. Здесь, в Красном Затоне, таких недочетов с избытком. Здесь у нас разрушено по периметру ограждение, которое представляет собой сетку-рабицу. И из-за того, что она разрушена, мы видим очень много острых элементов, которые могут нанести повреждения детям, например, глаза или царапины, какие-то порезы. Кто и когда установил в этом месте площадку, неизвестно. Ни на чьем балансе она не находится. При этом занимает общественную территорию, а значит и несет за нее ответственность мэрия Сыктывкара. А это другой опасный объект – хоккейная коробка в местечке Лесозавод. Построена еще в советские годы силами самих жителей ближайших домов. Она за это время изрядно пришла в негодность. В местах, где нет досок, очень много торчат ржавых гвоздей, об которые могут повредить дети, руки, ноги, получить различные травмы. Здесь также много досок еще, мы так понимаем, упадут в ближайшее время. И местами, где ворота, разорвана сетка рабица, также торчат острые элементы. Активисты ОНФ уверены, если взяться за эту площадку, ее можно восстановить. Тем более объект необходим. Футбол и хоккей здесь круглогодично играют ребята со всего района. А если учесть, что сама территория дворовая, то и деньги на восстановительные работы вполне можно найти. К примеру, в рамках программы «Комфортная городская среда». С этим предложением в ближайшее время намерен обратиться в столичную мэрию представитель республиканской команды молодежки ОНФ. Любовь Лапина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.